Уважаемые коллеги, сегодня действительно у нас очень интересная встреча. Это в рамках Всероссийской конференции по поддержке литератур народов, особенно малых народов Российской Федерации. Третий день мы с ними совместно встречаемся, работаем. И, конечно, делимся впечатлениями, проблемами. Они общие, как и для татарской литературы, и для других. Но есть такие плачевные моменты у некоторых, большинство народов Российской Федерации. Вот как раз об этом мы в последнее время говорили и строили планы, как выйти из этого положения. Конечно, последние события в области языков народов Российской Федерации усложняет все это. И именно надо начать решать поддержку малых литератур именно с того, чтобы вернуть все возможности языковые народов Российской Федерации. Сегодня у нас очень большой праздник, День суверенитета Республики Татарстан. Мы этот день начали с того, вот наш президент Рустам Нургалиевич открыл музей Габдулла Тукая. Но нельзя сказать, наверное, что открыл. Этот музей уже с 1986 года работает на улице Тукая, в доме Шамиля. Но последние годы он был на реставрации. Вот, наконец, завершилась эта большая работа. Сейчас у нас достойный Габдулле Тукаю музей. Вот это был очень большой для нас, литераторов, праздник. Мои коллеги расскажут о современном состоянии нашей литературы, татарской литературы. Конечно, я тоже могу, но все же, как историк татарской литературы, я, наверное, буду больше говорить о том, что какой путь прошел вкратце очень татарская литература. Вот среди народов Российской Федерации наверняка татарская литература имеет самые давние исторические корни, потому что мы сегодня говорим, что татарская литература имеет тысячелетнюю историю. Это действительно так, потому что с времен тюркского каганата, когда наше государство еще было на Алтае, вот, где Хакасия, Абаканская республика, у нас была письменность, у нас были зачатки литературы. Вот здесь уже, когда мы переселились в Европу, на Волгу, на Урал, и тогда у нас появились новые возможности для развития искусства слова, потому что осветлая жизнь, городская жизнь, потому что татарский народ издревле, народ это городской, потому что не только степной народ строил большие города, свои государства и имела свою письменность. Вот именно поэтому мы говорим, мы имеем тысячелетнюю письменную литературу. Вот, конечно, зачинателем этого является булгарский поэт Кул Гали, сказаний о Юсуфе у него произведение, и до сих пор она жива, и мы восхищаемся этим произведением. И вот недавно, последние годы, Ринат Харис написал либретту, и по этой поэме
была написана оперная музыка, то есть балетная музыка, и этот балет, это произведение, спектакль получил большую награду, государственную награду Российской Федерации. Это после Мусы Джалиля. Вот Муса Джалиль у нас за Моабитскую тетрадь был удостоен государственной премии, а также премии Ленинской премии. Вот после этого такая награда у нас еще не было. Ринат Харис сегодня является вот таким признанным нашим автором. И, конечно, у татарской литературы имеется два таких периода, когда она развивалась очень высоко. Это, конечно, период Золотой Орды. Вот в то время у нас даже был написан роман в стихах. Автором является Кутба, поэт. Произведение его Хосроу и Ширин. Это стихотворный роман. Если сравнить с русской литературой, в русской литературе стихотворный роман появился только в XIX веке. 5 веков назад, значит, после, это я имею в виду роман Пушкина Александра Сергеевича, Евгений Онегин. В период Золотой Орды были написаны такие выдающиеся произведения, как Мухаббат Нама, Хисам Катиба, и затем Джумджима Султан, Саиф Сараи у нас был такой величайший поэт, и многие-многие другие. Но затем, конечно, был такой период подъема татарской литературы, это во время Казанского ханства. После распада Золотой Орды Казанское ханство существовало 110 лет, и самый крупный поэт Мухаммадьяр говорил, что здесь, в Казани, Казань полна поэтами. Вот знаете, вот действительно много было поэтов, и они дошли, их произведения до нас, но, к сожалению, многие утеряны, потому что после завоевания злым Иваном, мы говорим, Иваном Грозным, эти библиотеки были уничтожены, увезены, и мы, конечно, сохранили только то, какие произведения были в руках самого народа. Вот, ну, они тоже достаточно много и дает возможность оценить их художественный уровень. Насчет Золотой Орды. Вот нам в советское время даже не позволяли говорить об этом периоде. Даже была под запретом слово, название «Золотая Орда». Вот, потому что коммунистическая пропаганда поставила целью, чтобы мы вовсе забыли этот период. Например, в 1944 году, 9 августа, было принято постановление ЦК ВКПБ тогда о идеологической и агитационной работе татарской партийной организации и задачах их улучшения. Там одним пунктом сказано, что эпос Идыгей, это как раз создан народом во время Золотой Орды, является произведением, значит, ханов, и поэтому нет необходимости изучать, потому что не совпадает
нашим представлением истории татарского народа. Вот поэтому нам даже это произведение запретили. Тот, кто собирал, это Наки Исанбат, великий у нас поэт, драматург и, конечно, ученый, был, можно сказать, отлучен от литературы. И многие-многие годы Наки Исанбат не смог быть признанным поэтом, признанным ученым и драматургом. Хотя его не очень так не преследовали, тюрьму не сажали, но все же и не давали возможность по-настоящему творить, работать. Вот поэтому такие были у нас трудные годы. Но после завоевания Иваном Грозным Казани, конечно, для татарской литературы шли черные столетия, особенно вторая половина XVI века, это XVII век. Но потом в XVII веке постепенно появились отдельные литераторы, и особенно мы уже получили развитие с XVIII века, когда уже вот шли такие народные движения Степана Разина, Пугачева, потому что эти восстания, они были за интересы угнетенных народов, в том числе татарского народа. Вот этим были вдохновлены наши талантливые представители татарского народа, и стала оживляться татарская литература. Мы слово начали с Габдулла Тукая, это действительно так. Вот иногда, вот кто не знает настоящую историю татарской литературы, представляет только так, что начал татарскую литературу Габдулла Тукай. С него начинается. Это далеко не так, потому что, вот я вкратце уже говорил об этом, Габдулла Тукай действительно является как бы основоположником новой татарской литературы, начала XX века. Вот я говорил в своем выступлении, что такое время, когда татарская литература развивалась очень бурно, высоко, это период Золотой Орды, и второй период – это начало XX века. Когда говорим о начале XX века, мы считаем только с 5 года, 1905, потому что до 5 года продолжалась та же ситуация в татарской жизни. Например, в 1902 году Гаяз Исхаки написал публицистические произведения «Исчезновение через 200 лет». Вот, такое у него произведение. И он проводит такую мысль. Если в России будет продолжаться вот такое положение, такое отношение к малым народам, то даже многомиллионному татарскому народу грозит исчезновение. Конечно, он не знал в 2 году, что через 3 года грянет революция 5-7 годов. И в результате этой революции будут изменены некоторые вопросы и будут созданы определенные возможности для развития и нерусских народов. Потому что 17 октября 1905 года царь Николай II был вынужден подписать манифест об этом. И в этом манифесте говорится, что нерусским народам разрешить
издать свои периодические печати, периодические издания, газета и журнала. А до сих пор не разрешалось. Даже профессор Казанского университета Запольский в 60-е годы XIX века просил, Петербург послал свою просьбу, чтобы разрешили издать татарскую газету на русском языке. Даже на это не пошли. Затем татарам, вот мы говорим, татарская драматургия опоздала. Вот русская литература развивалась, начиная с 18 века, 19 году, и же полный ход развивалась. А татарской драматургии нет. Почему? Не было талантов, что ли? Не было драматургов татарских драматургов? Было, но не были созданы условия. Для развития драматургии должна быть театр, театральное искусство. Вот зачем писать, если нет возможности для того, чтобы постановки? Но были такие смельчаки, например, Фатих Халиди и Айя Абдрахман Ильяси, которые написали свои первые драматические произведения еще в последней четверти XIX века. Галиаскар Камал, Гаяз Исхаки создали свои произведения, не имея пока театров. Вот. Но в этом манифесте 5-го года сказано в одном пункте, что разрешить нерусским народам ставить спектакли на своих национальных языках. Вот этим татарские авторы воспользовались моментально. И Гаяз Исхаки, и Галиаскар Камал, Гафур Кулахметов, Фатих Амирхан и другие. У нас появилось сразу вот такое количество драматургов, и они создали замечательные произведения. С уже 5-го года мы создали свои театральные коллективы. 22 декабря 1906 года татарская молодежь поставила открытый спектакль, вот впервые публичный, потому что до этого, в конце XIX века и начале XX века, спектакли ставились только в домашних условиях. Домашних. Вот тяга какая была. Вот, например, у Тирюгулова был большой дом, это улица Вторая гора, вот, где-то размещалось 30-40 человек, вот он разрешил ставить спектакли у себя дома. Вот какая была у нас теснота для развития театрального искусства. Конечно, в пределах царской России общекультурное развитие шло очень трудно, болезненно, потому что для татарских школ в бюджете не запланировали даже ни копейки. Например, в 1908 году в Государственной Думе обсуждался бюджет на следующий год. И, конечно, по традиции в этом бюджете, проекте не было отведено место школе, образованию малых народов. И в том числе для татарского образования. Депутат из Уфимской губернии Хасанов, выступая, сказал:
мы платим такие же налоги, нас много миллионов, потому что татар, вот, конечно, в действительности не только 5-6 миллионов, и сейчас намного больше. Вот мы платим налоги, почему для создания, для обеспечения образования, национального образования, не предусматривается в бюджете ни копейки. Вот. Ему Пурышкевич был, Сазанович, черносотенные депутаты тогда кричали: если вам не нравится, уезжайте в Турцию. Габдулла Тукай, услышав это, потому что это было в газетах, на другой день написал свое знаменитое стихотворение «Не уйдем». И это стихотворение заканчивается русскими словами: «Если лучше вам, туда сами пожалуйте, господа». Вот такие были условия в начале 20 века. Но, конечно, когда, значит, произошла революция, все же вот, мы сейчас уже встречаемся, готовимся встречать, значит, столетие образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. И в пределах этой республики мы имели такие возможности, о которых во время царской империи невозможно было даже и мечтать. Вот. Мы создали свои театры, издательства, открыли школы, изучали на родном языке науки, произошел расцвет по всем областям. Так что иногда мы критикуем этот период, но для нашего народа в советское время, конечно, были созданы очень большие возможности. Вот образовалась целая плеяда и поэтов, писателей, драматургов, деятелей литературы и искусства, науки. Сейчас уже татарский народ, он наравне развитый народ по всем областям. Вот здесь уже я перебрал, видимо, свое время, я прошу прощения, я завершаю свои выступления. Вот пришли наши молодые коллеги. Вот ведущий сказал, что вот он знает только вот такие имена. Они все перечисленные только носят татарские фамилии. Они не являются татарскими авторами, писателями. Так что вот бывает у нас, так, конечно, писатели были, Рустам Кутуй, например, Диас Валиев и другие, которые были действительно, носили татарские имена, фамилии, но их произведения тоже соответствовали татарскому духу. А насчет произведения Гузель Яхиной у нас были большие ожесточенные дискуссии, так что мы пока не торопимся их называть вот, татарскими. Вот действительно татарские поэты, писатели присутствуют здесь. Они, я думаю, дополнят мое выступление. Спасибо за внимание. Я сразу отвечу. Спасибо за такой развернутый рассказ. Я сознательно заострил, когда я сказал, вот, что я знаю только таких. Я сознательно заострил, конечно, я отдаю себе отчет, что это русские писатели, носящие татарские фамилии. Но как мне быть? Да? Я не знаю татарского языка, и как мне познакомиться с современной татарской литературой? Как сделать, чтобы она была более распространена? Вы сказали, что вот малый народ. Ну, извините, но как можно татар называть малым народом? Ну, я не только да. о татарском народе говорю об этом, потому что у нас идет конференция, встреча с представителями
писателями малых народов. Вот они даже здесь присутствуют сегодня, вот в этом шатре. Так что речь идет о всех малых народах. Вот. Ну, хорошо. Собственно, я просто хотел сказать, что я сознательно заострил, и вот я обозначил проблему. Да, вот я хочу знать больше о татарской литературе, именно татарской. Как мне этого, где мне, к какому источнику мне припасть? Ну, я вот тогда будем чередовать. Сейчас дам слово переводчику. Ну, давайте татарскому книжному я хотела вам дать, Вера, как переводчику, который как раз и делает что-то, чтобы русский читатель. Ну, переводчик я действительно уже с большим стажем. И если брать взрослую татарскую литературу, это 46 поэтов, переведенных на русский язык. Если брать детскую литературу, дело в том, что почему я вообще обратилась к детской литературе. Всем известно, что самое больное место в любой литературе любых народов – это детская литература. Если на взрослые выделяются деньги, финансирование, какие-то гранты можно выиграть, то детская литература, она всегда в загоне. И когда писатели собираются на больших форумах, я себя бью по губам, чтобы не вскочить, говорю, поручик Ржевский, молчать, потому что я встану и скажу то, что я думаю. А думаю я вот о чем. Можно писать письма президентам, составлять какие-то большие-большие петиции и говорить, наши языки режут на корню, нам запрещают их учить в школе и так далее. Но мы лукавим все, ведь язык учится в семье. И первое слово, которое ребенок произносит, он или произносит «они», или произносит «мама». И дальше впитывается с теми песнями, которые поются, с теми ласковыми словами, на которых ребенок растет. И вот моя задача, потому что я стала бабушкой, наконец-то. Дело в том, что я сама русская, я уже говорила в Союзе писателей, корни мои русские, уральские, архангельские, вологодские. И предки мои все русские, и окружение. Но я стала татарской мамой, а сейчас еще и татарской и еврейской бабушкой. Поэтому это ответственность, кем вырастут мои внуки. Вот это огромная ответственность. И мне захотелось. Дело в том, что, смотрите, вот если сейчас вы зайдете в любой магазин и глянете на это разноцветное многообразие детской литературы, которым засыпаны просто прилавки, и когда вы откроете, например, перевод знаменитой нашей сказки «Золушка», где пятки отрезанные, пальцы отрезанные, новая версия переводов сейчас идет, оригинал, то есть у нас же сейчас заточенность переводов. Если раньше у нас адаптированные все-таки были нравственно как-то... Конечно, то есть для наших детей делали переводы переводчики, а сейчас же мы ограничены рамками закона авторских прав. Я не имею права напечатать перевод, если мне автор оригинала, даже я просто перевод печатаю, если мне автор оригинала не даст добро, я не имею права напечатать перевод. Понимаете? Какой бы он хороший не был. И вот возникает такой вопрос. Либо мы своих детей дальше воспитываем, татары отдельно, на татарской классике, да, и на современных писателях, не переводя их на русский язык. Русские будут воспитывать своих детей на Маршаке, на Чуковском и так далее, и брать современных поэтов и писателей. Да, там есть хорошие, замечательные поэты. На самом деле я дружу со многими нашими великими современниками, которые детям в души детские вкладывают добро, свет и очень хорошие вот эти концепты, как мы говорим, да, Альфия Фатовна, то есть на чем строится потом вот этот домик человека большого. Ведь самое главное, еще Семен Липкин говорил, очень важно, когда человек ценит культурные ценности своего народа, и он себя идентифицирует с народом именно на основе культурных ценностей. И ужасно, когда он инициирует себя и относит себя к народу только на основании того, что у нас одинаковая кровь с вами.
Вот эти, то есть кровавые вот эти узы, они, ну, не кровные, я говорю, а кровавые, потому что они на самом деле ведут к кровавым конфликтам. Вот, чтобы это все прекратить, чтобы сделать и показать, что у нас в Татарстане пишут замечательные стихи. У нас есть хорошие, добрые авторы, которые пишут на национальных языках. Я взяла всех своих друзей, русских поэтов, потому что я же русский поэт. И я пригласила в свой проект Михаила Яснова, который живет в Петербурге, который переводит огромное количество произведений малых народов, как мы говорим, да? Он тоже занимается тем же самым. Я пригласила Александра Павловича Тимофеевского, автора песенки «Крокодила Гены», к сожалению, день рождения. Мы ее все поем на днях рождения. Я пригласила... Сейчас покажу. Это у нас Олесь Карлюкевич. Он сейчас министр культуры Беларуси. Пригласила Татьяну Акаменюк. Она руководит конкурсом «Лучшая книга года в Берлине». Светлану Савицкую, которая командует конкурсом «Золотое перо Руси». Владимира Георгиевича Бояринова, который занимается литературой в Москве. И так далее, и так далее. И всех наших лучших поэтов Татарстана. Роберт Минулин, Разиль Валеев, Газинур Мурат, Галимзян Гильманов. И у нас в этой серии 26 поэтов. Серия называется «Современные авторы детям», издана в Казани. «Садик». И вторая серия «Сад». Вот эта книжка у нас на 4 языках. Потому что автор из Германии, она говорит: Вера, я тебе сейчас дам лучшего переводчика Германии, и тебе переведем еще на немецкий. Я говорю, тогда почему бы и на английский не перевести? Вот это получается, когда русские сейчас писатели хотят зайти в эту серию, я им говорю: нет, это серия татарская. Я хочу поставить наших авторов в ряд с известнейшими именами и показать, что наши авторы тоже талантливы, и они заслуживают того, чтобы их знал русский читатель. Эти книги у нас в библиотеке, они включены в программу по языкам. К сожалению, деньги мне не выделяют, я их делаю все равно на свои деньги, потому что я считаю, что надо пробивать стену. Ну вот как помните, я библиотекарям всегда рассказываю эту историю, когда, помните, чистил аэродром дядька, и там самолет... Да, на аварийную посадку заходил. Если бы он не вычистил этот аэродром, там бы самолет бы грохнулся. Вот я всегда говорю, пока наша культура, литература летает в аварийном режиме, мы должны чистить эти аэродромы. Каждый как может. В семье учите язык. Берите, не знаете язык, вот эти книжки, 2 языка, сразу идет языковое клише. Берите, учите, читайте. Пусть дети знают. Они должны знать язык, на котором говорили их предки. И мы потом можем говорить все, что угодно. В школе плохо, тут нам не додали. Ведь посмотрите, язык, как бы его ни преподавали в советское время, мы его ругать будем, так вот плохо нас где-то зажимали. Но мы все сохранили этот язык. Ведь на татарском языке какие красивые песни. И говорим, и речь сохранена, и культура сохранена, и литература. И я думаю, что это все будет сохранено. И хотелось бы мне еще сказать вот что. Продолжение вот этой серии. Я очень горжусь на самом деле этим. Потому что книга, например, нашей Зулейхи Мингазовой, поэта из Набережных Челнов. Она пишет сказки, сказки в стихах, оригинальные сюжеты, ничем не хуже Александра Сергеевича Пушкина. Но она писала на татарском языке, и никто бы никогда их не прочитал на русском. Подход в переводах у меня свой. И когда вот я отбираю вот эти произведения, мне не важен национальный акцент, и национальный аспект, и национальный там какой-то вот, знаете, колорит, чтобы был. Дети, у них должны формироваться совсем другие понятия. Добро и зло, плохо и хорошо. И вот когда они будут эти книжки брать и читать, конечно, русский ребенок захочет прочитать татарскую книжку, татарского автора, а татарский ребенок захочет русского прочитать, потому что мы все воспитываемся на этих понятиях. Когда у нас Зулейха Мингазова вышла на русском и на татарском в этой серии, в Москве на Красной площади у нас каждый год проходит фестиваль «Книги России». И издательство «Содружество культур», которое работает по федеральной программе,
это Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. У них есть специальная программа «Культура России». Они выделяют большие деньги на это. И ко мне подошла главный редактор этого издательства и сказала: Вера, какие книги мы будем твои печатать? И первое, что я сказала: праздники и фольклор татарского народа на русском языке. Мы сделали годовой цикл, перевели Альфия Фатовна, я, Академия наук, Университет культуры, Федеральный университет, то есть готовили эту книгу 2 года. Мы сделали годовой цикл, мы перевели 200 пословиц, легенды, чтобы русский читатель знал наши праздники. Это первое. А еще тут семейные обряды и обычаи. Ведь у татар имен случайных не бывает. Это тоже надо знать. И когда вот у нас была презентация в Государственной библиотеке в Москве, и ко мне подходили татарская диаспора, они покупали эти книги, тут же садились, читали, а потом говорили: Вера, это же так интересно, у вас а мы-то вот это утратили уже. В семье ведь детей называли, не просто так брали имена откуда-то. В Москве меня спрашивают, значит, Конгресс русской словесности, и мне задают вопрос. Я читаю доклад, который называется «Художественная семантизация антропонимов в современной литературной сказке». И мне говорят: а что у вас в Татарстане так и называют детей? Я говорю: да, называют. Рамиль, Рамис, Раис. А если по женской линии — Зухра, Мунира. Окончания одинаковые должны быть, начальные буквы одинаковые. Это традиция, и никуда от этого не уйдешь.